Хочется отличной рекламы? Забирайте все. Этой зимой мы режем цены пополам. С 1 января на Рика ТВ, Актубе Радио и в газете Эврика. Телефон отдела продаж 220 250 222 300. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Факт», в студии Сергей Довголюк. 5 социальных инициатив в Казахстане возникли не от того, что некуда девать деньги, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщает Кастак. Мы начали 5 проектов, несмотря на внешние непростые обстоятельства и сложности. Не потому, что у нас избыток средств и ресурсов. У нас есть куда их направить на развитие, сказал сегодня Назарбаев на сессии АНК. По словам президента, 5 инициатив были выдвинуты по 3 фундаментальным причинам. Первое – формирование платформы социального единства как основы состоявшегося государства. Вторая причина – отношение к социальному и культурному капиталу не как к остаточному явлению, а как к драйверам роста новой экономики. И третье – осознание неразрывной связи социальной и национальной политики в полиэтническом государстве. 5 социальных инициатив обходится государству недешево. Более 2 триллионов 600 миллиардов тенге выделено на реализацию этих 5 проектов. Это огромные средства, резюмировал президент. О прошедшем саммите между главами КНДР и Южной Кореи сделало заявление Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства, передает Кастак. Республика Казахстан приветствует состоявшийся 27 апреля саммит между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и высшим лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ином и высоко оценивает итоги переговоров, направленных на возобновление межкорейского диалога и укрепление глобальной безопасности, говорится в заявлении, распространенном сегодня. Отмечается, что Казахстан поддерживает процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров и убежден, что политико-дипломатическое решение является единственным верным средством рассмотрения сложных международных вопросов. В зданиях судебных органов республики действуют новые правила пропускного режима посетителей, сообщает пресс-служба Верховного суда, информирует Кастак. Согласно этим правилам, в здание суда участникам судебных процессов разрешается вносить записывающие устройства, вычислительную технику, мобильные устройства, сотовые телефоны, смартфоны, планшеты с интернет-модулями, машины и носители информации, флеш-карты, USB-диски и тому подобное, а также другие технические устройства, в том числе и беспроводные, имеющие возможность передачи данных, а также выход в интернет. Металлическая лодка с группой людей из-за возможного перегруза затонула на Иртыше Восточно-Казахстанской области, в результате чего утонула 38-летняя женщина, сообщает Кастак. Бедствие произошло в 15-20 метрах от берега. Крики о помощи услышали местные жители и бросились на помощь. В лодке находились 7 человек, в том числе 2 детей. Владелец лодки стал спасать детей. Он в одиночку доставил ребят до берега. 3 женщин из воды вытащили местные жители. Еще одну женщину спасти не удалось, пояснили в ДЧС. Уточняется, что люди возвращались из города Курчатов, куда отправились за продуктами, в село Грачи Бескарагайского района. Казахстанским ветеранам Великой Отечественной войны с 1 мая по 31 декабря текущего года предоставит бесплатный проезд в любую точку СНГ, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», пишет Кастак. Отмечается, что специальную акцию запустили Фонд развития социальных проектов «Самрук Казана Траст» совместно с АО «Пассажирские перевозки». Согласно условиям акции, ветеранам предоставляется возможность проезда по всем направлениям, осуществляемым АО «Пассажирские перевозки» в пределах Республики Казахстан и стран СНГ. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Вы смотрите программу «Факт» на Рика ТВ, и мы продолжаем. Ликероводочный завод ТО «Максимус» вновь заработал. Накануне руководство предприятия обвинило службу экономических расследований в приостановке деятельности завода. Причиной вмешательства в работу компании представители ТО назвали незаконно произведенную партию спиртного, якобы имеющего внешний вид продукции завода.
Накануне руководство ликероводочного завода ТО «Максимус» пригласило представителей СМИ на производство. Заводчане показали журналистам пустые опечатанные линии розлива и пустые склады. И предупредили, что недалеко от предприятия ожидает своего часа группа спецназа вместе со следователями службы экономических расследований. Последние якобы хотят прорваться на территорию завода. По словам представителей юридической службы предприятия, все началось еще 17 апреля, когда следователь по экономическим преступлениям изъял продукцию завода, объясняя это тем, что в городе появилась поддельная водка, внешне похожая на изготовленную на предприятии. Следователи опечатали цеха и склады, хотя, по словам представителей предприятия, санкций суда на это не было, а компания терпела огромные убытки. Сегодня после обеда, где-то 14 часов, были линии розлива все приостановлены. В связи с тем, что наши сотрудники охраны заметили, что перед КПП начинают собираться машины сотрудников СР ДГД нашей Октябрьской области. Вот, поэтому аналогичная ситуация была 17 апреля, когда они собирались при поддержке сил специального назначения, то есть в простонародье СОБР, в полном вооружении они были. Аналогичная ситуация была просто уже у нас 17 числа. Они собирались, потом также они приходили, проводили следственные действия на территории ликероводочного завода. По словам сотрудников предприятия, за день до этого судебный исполнитель все же распечатал закрытые цеха и склады компании, но ему попытались помешать сотрудники службы экономических расследований. Но уже сегодня ситуация, по словам руководства предприятия, в корне изменилась. Завод заработал, и налоговые отчисления вновь потекли в государственную казну. Работаем, все хорошо. Я вот это не знаю, да, все в подвешенном состоянии. Закрыть дело еще не закрывается пока. Все в подвешенном состоянии, но пока то, что мы заплатили эти налоги, и все это по заявке, отпускаем продукцию. Больше никто о расследовании дела в отношении предприятия ничего не сказал. Работники областной прокуратуры для оглашения информации потребовали письменный запрос. Ну, они без вашего запроса мы им не рассматриваем же. Что они сами по себе будут? В Республиканском комитете госдоходов, откуда и была прислана следственная группа, также потребовали письменный запрос на оглашение информации. Как правило, такие запросы рассматриваются в течение недели. Так что каким будет исход расследования в отношении одного из крупнейших в регионе ликероводочных заводов, остается только догадываться. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». С приходом тепла в Актубе активизировались уличные торговцы. Их излюбленные места, конечно же, там, где хорошая проходимость людей. Около колхозного рынка и торгового дома «Астана» в старой части города их особенно много. По словам представителей местной полицейской службы и Лекского отдела полиции, с незаконной торговлей им приходится бороться каждый день. Но торговать в неположенных местах люди все равно не прекращают. Едва пригрело весеннее солнышко, на актюбинских улицах расцвели подснежниками точки незаконной торговли. Только с начала года 212 человек привлечены к административной ответственности за торговлю в неположенном месте. Ассортимент их торговли традиционно широкий, от одежды и хозтоваров до продуктов питания. Работники местной полицейской службы каждый день приезжают на участки активной незаконной торговли для привлечения торговцев к ответственности и составления протоколов. Сотрудниками полиции и Лекского отдела составляются административные протокола. Данное мероприятие проводится у нас ежедневно в целях противодействия стихийной торговле. Также совместно с управляющими компаниями, которые оказывают нам содействие, выявляет, систематически фотографирует, после чего передают нам для принятия решения по закону. У колхозного рынка прямо с картонных коробок торгуют фруктами, овощами и молочными продуктами. Многие продавцы, увидев представителей полиции, бросают свой товар и просто убегают. В таких случаях товар изымается на временное хранение, а человек может его забрать, заплатив штраф. Если человека, занимающегося незаконной торговлей, представители выявили впервые, то наделывается только предупреждение. Повторное нарушение будет стоить ему 5 МРП, а третье уже 10 МРП. Но все торговцы как один жалуются на то, что аренда торгового места на ближайших рынках им не по карману, а как еще кормить свои семьи, они не знают.
Мы ходим сюда, чтобы семью кормить. У меня 4 детей, муж не работает. Сидим на улице. Полиция покоя не дает нам. Пойти торговать на рынок я не могу. Денег нет, и там места для нас нет уже. Были вот павильоны здесь раньше, мы там торговали. Я фруктами торговала. В прошлом году я получила 1 предупреждение и 2 штрафа оплатила. В этом году вот этот 1 штраф получила, но денег его оплачивать нет. Теперь буду дома сидеть. Но не все торговцы после предупреждений и штрафов согласны оставаться дома и не выходить на точки незаконной торговли. Пенсионерке Улбапе Шампиковой своей пенсии просто не хватает на жизнь, и она все равно будет каждый день приходить на свою работу. Президент говорит, чтобы мы, пенсионеры, дома не сидели и шли работать. Вот я пенсионерка, работаю. У меня пенсия 41 тысяча тенге. На коммунальные услуги мне не хватает этих денег. Хотим очень, чтобы вернули те павильоны. Я в месяц платила 20 тысяч аренду и торговала, когда они были. А сейчас их нет. Но я все равно сюда приду завтра и послезавтра приду. И каждый день ходить буду все равно. Павильоны, про которые вспоминают торговцы, располагались в прошлом году около колхозного рынка и напротив магазина «Рахат» на улице Ахтанова. Люди, которым приходится сейчас торговать незаконно, тогда платили аренду и спокойно продавали свой товар. Везде как положено и по бар. У меня и ИП есть, и санитарная книжка есть. Когда были павильоны, мы платили и за аренду, и за уборку мусора, и торговали спокойно, никому не мешали. Все после себя убирали. 30 тысяч тенге я за аренду тогда платила. Тяжело очень, денег нет, 5 детей, муж не работает, и мне работать спокойно не дают. Кто и по какой причине убрал эти павильоны, представителям местной полицейской службы неизвестно. Поэтому им приходится каждый день приходить на места незаконной торговли и выписывать штрафы тем, кому некуда податься. За сегодняшний день сотрудники полиции выписали 3 предупреждения и оштрафовали 2 человек. Ирина Рибикова, Мирлан Манжолов, программа «Факт». Шумные игры, постановки казахских обрядов, песни и танцы. Таков сценарий весеннего фестиваля 2018, приуроченный к празднованию Дня единства народа Казахстана и Наурыз Мейрамы. Мероприятие прошло во дворе Назарбаев интеллектуальной школы. Всем известно, что наши учащиеся учатся по интегрированной программе, созданы совместно с Кембриджским университетом. Несмотря на это, наши казахские традиции и обычаи, мы уделяем на наши казахские традиции и обычаи особенное внимание и приучаем детей с детства уважать наши традиции, чтобы они знали. И в связи с этим мы сегодня организовали вот такой вот праздник. На стадионе во дворе учебного заведения преподаватели, родители и ученики школы поставили 16 юрт, а за самым популярным лакомством Наурыз-куже выстроилась очередь. Из рук школьниц напиток расходился с такой же скоростью, как и горячие бурсаки. На каждом шагу гостей и участников праздника ждали не только угощения, но и различные развлечения. Кто хотел, мог помериться силой в национальных играх «Казахша-Курес» и «Аркан-Тарту». Ну и, конечно же, тут и там звучала музыка. Ученики школы, а также гости из Татаро-Башкирского этнокультурного объединения «Шатлык» и украинского объединения «Барвинок» подготовили концертную программу, а актюбинские рукодельницы на выставке пропагандировали национальное прикладное искусство. Основная идея праздника – укрепление единства, сотрудничества и дружбы школьного сообщества. 2018 год в АО КМК «Мунай» объявлен годом безопасности и охраны окружающей среды. Сегодня этой теме был посвящен семинар-совещание с участием руководства компании, представителей власти и госорганов. Сегодня в АО КМК «Мунай» работает около 300 человек, и их безопасность – то, чему компания придает особое значение. О том, какая работа проводится в этом направлении, узнали наши корреспонденты. Акционерное общество КМК «Мунай» занимается добычей углеводородного сырья на месторождениях Кокжиде, Мартук и Кумсай, расположенных в Темирском и Мугалжарском районах области. 2018 год объявлен акционерным обществом КМК «Мунай» годом безопасности и охраны окружающей среды. Сегодня в акционерном обществе работают 294 человека, и эти люди – главный капитал компании, чью безопасность здесь ставят в приоритет. В нашем компании утвержден перечень из 28 пунктов по охране труда наших работников. А в нашей компании предоставлен ежегодный медицинский осмотр работников. Также в нашей компании есть ежедневный предсменный осмотр работников. Также у нас есть медицинское страхование всех наших сотрудников. Также наша компания предоставляет своим
сотрудникам трехразовое бесплатное питание. Компания ежегодно выделяет средства на обеспечение безопасных условий труда и их улучшение. В 2018 году эта сумма составит порядка 137 миллионов тенге. Отметим, что за период деятельности акционерным обществом КМК «Мунай» не было зафиксировано ни одной производственной травмы со смертельным исходом, отравлений и профессиональных заболеваний, пожаров и техногенных аварий, повлекших загрязнение окружающей среды. Это подтвердили и представители управления инспекции труда. На сегодняшний день АО КМК «Мунай» объявила годом безопасности и охраны труда окружающей среды. Это, конечно, отрадно. Хотелось бы отметить данную компанию как в Актюбинской области один из низких производственных травматизмов в Актюбинской области. К вопросам экологии на предприятии относятся не менее трепетно. И здесь прилагают все усилия для того, чтобы постоянно совершенствовать работу в этом направлении. Понятно, что добыча нефти и газа – это не чистое производство. Да, осуществляются выбросы в атмосферу. Да, бывает, что в некоторых местах из-за халатности и так далее загрязнение происходит земельных ресурсов. Но мы все эти негативные влияния сокращаем до минимума и в этой области добиваемся хороших результатов. Руководство компании озвучило планы на 2018. Аудит источников выбросов для установки непрерывной системы контроля, проведение обучающих семинаров по вопросам охраны и безопасности труда, предотвращение скрытых угроз на промыслах и передвижение песчаного массива Кукжиде. Акционерное общество КМК «Мунай» – это компания, с которой стоило бы брать пример остальным предприятиям, пример заботы о сотрудниках и об окружающей среде. К тому же в АО КМК «Мунай» действует один из лучших коллективных договоров в области, и компания полностью исполняет свои социальные обязательства перед работниками. Подтверждением чему победа в республиканском конкурсе по РИС в 2017 году. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что вы также можете ознакомиться с нашими новостями на сайте rikatv.kz. А я с вами прощаюсь. Удачи!